Башкортостан вошел в топ-10 самых популярных направлений внутреннего туризма по итогам первого полугодия этого года. Республику выбирают наравне с Москвой, Краснодарским краем, Московской областью, Санкт-Петербургом и другими регионами. Обсудим ключевые показатели и о том, где самый лучший отдых в Башкортостане, вместе с гостем программы интервью в эфире главного телеканала Республики. Сегодня с нами председатель Госкомитета Республики Башкортостан по туризму Эльмира Туканова. Эльмира Наильевна, здравствуйте. Здравствуйте. Очень приятно вас видеть в нашей студии. Благодарим за то, что вы нашли время в вашем плотном графике. Эльмира Наильевна, 2020 год был очень такой серьезной проверкой для всей отрасли туризма, да, туриндустрии. Видите ли вы сейчас восстановление и какие ключевые показатели отметите по итогам первого полугодия? Да, на самом деле, как это ни странно бы прозвучало, но пандемия, наоборот, сыграла положительно на развитие внутреннего туризма в Российской Федерации. В том числе особенно востребована стала Республика Башкортостан в связи с тем, что все-таки упор у нас на достопримечательности природные. Вы знаете, наверное, что на территории республики 215 особо охраняемых природных территорий. Практически вся земля Башкортостана состоит из земель ОПТ и лесного фонда. И большое количество туристических маршрутов как раз проходит в экологически чистых местах. В свою очередь, люди во время пандемии серьезно задумались о своем здоровье, и поэтому в этой связи сформировался тренд на не только оздоровление, но еще и на экологический туризм, который у нас как раз есть предложение. И хочу отметить, что уже за первое полугодие 2021 года по той динамике, которую мы видим, у нас порядка 1 миллиона 900 тысяч туристов посетили Республику Башкортостан. Это показатель значительно выше, чем в прошлом году. Понятно, что в прошлом году было долгое время были ограничения. В этом году они не такие жесткие, как в прошлом. И Башкортостан за счет обширной и такой мощной рекламы в части в профессиональном сообществе и в других регионах, в соседних регионах о нас узнали. Поэтому туристический поток значительно выше, чем в прошлом году. Как вы оцениваете программу туристический кэшбэк и детский кэшбэк? Это на самом деле очень своевременная и важная поддержка для регионов. Почему? Подчеркну, что эта поддержка не только для развития туризма в регионах сыграла важную роль, но и в целом для поддержки граждан, которые путешествуют. Детский туризм у нас вообще незаслуженно долгое время на него не обращалось внимания должного. И вот с целью формирования внутренних туристских потоков, с целью путешествий не только детишек в своих регионах, но и в другие регионы России, была запущена эта программа 25 мая. А с нашей стороны, со стороны Республики Башкортостан, 64 детских оздоровительных лагеря приняли в ней участие, провели колоссальную работу по подключению к системе, к сайту «Мир путешествий». И надо сказать, что Башкортостан опять вошел в топ-5 регионов, которые активно принимали участие в программе «Детский туристический кэшбэк». Сейчас практически все загородные лагеря, которые участвовали в этой программе до конца сезона детских каникул, школьных каникул, уже распродали свои путевки. Ну и надо сказать, что здесь и республиканская мера поддержки, дополнительные 30% к туристическому кэшбэку, который в объеме 50% был, они тоже сыграли важную роль. Поэтому такая поддержка детскому туризму, подчеркну, никогда не оказывалась. И в этом мы видим очень большое влияние на дальнейшее развитие туризма. Я надеюсь, что в будущем году Ростуризм эту акцию продолжит. Эльмира Наильевна, вы сказали, что почти 2 миллиона человек уже посетили в этом году республику. Да, а кто вообще турист? Откуда идут турпотоки в Башкортостан? Ну вот знаете, как мы предполагали, наши соседи оказались первыми донорами по поставке туристов в республику. Почему? Во-первых, мы видим, что в приоритете самодеятельный автотуризм, потому что у нас очень хорошее качество дорожных покрытий. Не везде, конечно, но я думаю, что мы эту ситуацию к следующему сезону исправим. Достаточно неплохая инфраструктура. И кроме этого, благодаря тому, что в прошлом году были установлены знаки туристской навигации,
где-то порядка 900 знаков, а в этом году мы еще дополнительно с Минтрансом Республики Башкортостан устанавливаем 600 знаков туристской навигации в районах. Благодаря этому, конечно, туристам было проще ориентироваться и находить какие-то новые объекты для себя. И вот отмечу, что наши основные, скажем так, соседи, которые откуда приезжает большее количество туристов, это Свердловская область, Челябинская, Татарстан, кстати, Пермский край, с которым мы тоже граничим немножко. И кроме этого у нас появился еще тренд на железнодорожный туризм. И буквально вот на прошлой неделе мы отправили первый тур выходного дня в Ульяновск совместно с российскими железными дорогами и федеральной пассажирской компанией Куйбышевской железной дороги. И обратно мы ожидаем две больших группы, порядка 400 туристов из Ульяновска, Ижевска и Самары. Это будет такой тур выходного дня по железной дороге, и мы надеемся, что туристам у нас понравится. Очень интересно, вот я впервые об этом слышу. Развитие инфраструктуры – это такой тоже большой вопрос, да, и наверняка он предусмотрен стратегией развития туризма Башкортостана до 2035 года. Что мы увидим вот к этому году, 2035, ну и в ближайшей перспективе, может быть? Да, ну вообще стратегия – это не просто такой документ, который будет лежать на столе, и задача была такая – сформировать дорожную карту, по которой не только Госкомитет по туризму, но и многие ведомства и районы Республики Башкортостан будут активно взаимодействовать в развитии туристской инфраструктуры. Вы правильно обозначили основную проблему, которая сегодня существует не только в республике, но и во многих регионах Урала и Сибири. Это инфраструктура туризма, которая сегодня требует более качественного исполнения. Она, конечно, есть, но хотелось бы сделать ее лучше. Это инфраструктура речных маршрутов, водных маршрутов, все связано со сплавами. Это инфраструктура пеших, веломаршрутов. Сегодня мы видим, что очень большой спрос именно на путешествия самостоятельные. Поэтому создать благоприятные условия для того, чтобы туристы могли без помощи туроператоров путешествовать по республике, это наша основная задача. Поэтому в связи с этим мы разработали несколько мер господдержки, которые, кстати, совсем недавно, в июле, были приняты постановлением правительства Республики Башкортостан. И в частности мы будем субсидировать туристические проекты на развитие турмаршрутов, на создание новых объектов инфраструктуры, таких как коллективные средства размещения, то есть гостиницы, туристические базы, глэмпинги. Предприниматели, которые будут к нам обращаться за этой мерой господдержки, получат порядка 50% софинансирования из республиканского бюджета, но не более 5 миллионов рублей. Ну, я считаю, что это очень хорошая поддержка, тем более тех проектов, которые будут создаваться в отдаленных районах Республики Башкортостан, в которых сегодня очень большая востребованность со стороны туристов. Отмечу также, что в рамках стратегии у нас стоит амбициозная задача к 2035 году достичь показателей по посещению республики 5 миллионами туристов. Кажется, что задача одновременно и простая, и сложная, поскольку вы видите, что есть такие факторы, которые влияют на спрос, скажем так. Это в первую очередь пандемия, и мы от этого не застрахованы. Может быть, может случиться там еще какая-то волна, которая повлияет, да, на вводимые ограничения. Кроме этого, мы постоянно чувствуем конкуренцию со стороны других регионов, которые тоже очень активно развивают инфраструктуру. И вот в связи с этим, чтобы не быть конкурентами, а быть партнерами в работе по привлечению туристов, 4 региона Урала по нашей инициативе объединяются в большой макрорегион в сфере развития инфраструктуры туризма.
это макрорегион Большой Урал. А сейчас мы работаем над концепцией развития этого макрорегиона. Он уже обозначен в национальном проекте «Туризм», который буквально со дня на день начнет реализовываться на территории Российской Федерации. И это регионы Башкортостан, Свердловская, Челябинская области и Пермский край. Регионы, которые имеют общие маршруты, которым необходима единая инфраструктура, как я ее называю, бесшовная инфраструктура. Ну, то есть, чтобы турист, путешествуя из одного региона в другой, не ощущал, что в одном регионе лучше, чем в другом. Чтобы эта инфраструктура туризма была одинакова в части оформления, в части качества предоставляемых услуг, в части формирования безопасных условий. Вот для инвесторов почему туризм, развитие туризма в Башкортостане должно быть привлекательным, и привлекательно ли оно? Ну, еще раз подчеркну, что сейчас сформировался тренд на оздоровление и экологический туризм, и короткие поездки в формате тура выходного дня. И Башкортостан как раз соответствует всем этим требованиям. Тем более, что у нас достаточно оперативно мы сейчас взялись за работу по решению вопросов с землей, то есть перевода земли из одной категории в другую. Я уже говорила, что у нас в туристических местах у нас в основном земли либо лесного фонда, либо сельхозназначения, либо территории особо охраняемых природных территорий. Сейчас производится большое количество изменений в законодательстве, как на федеральном уровне, так и на республиканском уровне. Вот буквально в июле месяце было внесено изменение в законопроект о туристской деятельности на территории Республики Башкортостан, где Курултай, законодательное собрание Республики Башкортостан, закрепил такое понятие, как туристический маршрут. Для чего мы это сделали? Помните, была очень такая громкая ситуация, общественность обсуждала ее, это Индерские зубчатки и Ялангаз, о том, что вроде бы законно производилась вырубка лесов на территории этого маршрута, но тем не менее все были против того, чтобы это происходило. А в связи с этим закрепление статуса туристический маршрут дает нам формировать некую охранную зону для турмаршрута, создавать инфраструктуру необходимую, и таким образом маршруты, которые будут проходить по разным категориям земель, они будут иметь определенный статус, будут внесены в реестр туристических маршрутов, и все изменения, которые будут там производиться, они будут согласовываться с держателями этих маршрутов, кто их закрепил на уровне реестра в республике. И последний вопрос, Эльмира Наильевна. Ваши топ-5 мест в республике, которые каждый турист обязан посетить? Ну, для себя, да, я тоже обозначила 5 мест, которые я обязана посетить обязательно в республике. В первую очередь я хочу сказать, что геопарк Таратау – это одно из таких мест притяжения, которое получило очень большую, скажем так, получила поддержку информационную и привлекает туристов. Сейчас также одни из самых популярных мест – это пещера Шульганташ, Каповая пещера, она востребована абсолютно всеми. Это Индерские зубчатки, это геопарк Янгантау, в котором находится большое количество достопримечательностей. Это объекты, которые находятся, популярный маршрут на Иремель, и я 4 назвала, да? 5 уже назвала. Ну, давайте еще один, 6-й. Ну, я могу сказать, что, конечно, отдых на воде, он один из самых востребованных, и Павловское водохранилище, акватория Павловского водохранилища сегодня одна из самых популярных в Башкортостане. Спасибо вам большое, Эльмира Наильевна. Спасибо вам. Спасибо. Сегодня гостем программы «Интервью» в эфире главного телеканала Республики была председатель Госкомитета Республики Башкортостан по туризму Эльмира Туканова. Оставайтесь на БСТ, не переключайтесь.